Лечением 16-летнего Хизира Гадаборшева займутся питерские врачи. В июле этого года он попал в аварию и уже почти полгода находится в Судженской районной больнице, не приходя в ясное сознание. Состояние больного поинтересовался Юнусбек Евкуров. Глава региона пообщался с лечащими врачами и матерью молодого человека. Репортаж Марии Мистоевой. Хизир Гадаборшев – обычный подросток, которому не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Мальчик попал в аварию по вине пьяного водителя. 21 июля он ехал с Троицкой домой в Нестеровку. Остановил машину. В машине сидели пьяные. Они в сторону Нестеровки ехали, врезались в лафет с мусором, трактор. Впереди, который сидел мой мальчик, погиб сразу. Вот он так лежит. С этого дня семья Гадаборшевых живет как в аду. У Хизира открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и отсутствует теменная часть черепа. Ингушские врачи бились за жизнь мальчика. Во время операции выяснилось, что значительное повреждение вещества лобной и теменной доли мозга, повреждение крупного сосуда, который называется верхний сагитальный синус, с кровотечением из него, а кровотечение из сагитального синуса чревато большими серьезными осложнениями. Но у нас получилось купировать, мы ушили синус, обработали рану мозга и все сделали по положенным стандартам, по стандартам. Был прооперирован. Операция длилась с часа 45 до 3 часов 25 минут утра. Состояние было тяжелое, и послеоперационный период тоже состояние было тяжелое, но благодаря усилиям медиков я считаю, что он стабилизировался. Но родственники не теряют надежды вылечить Хизира и вновь увидеть его здоровым и веселым, как прежде. Я уже почти от них избавилась. Я вот третий месяц здесь, вот именно в этом отделении, вот ими только занимаюсь, лечу эти пролежни. Езжу в Осетию, привожу лекарства, сама 3-4 раза в день повязки делаю. Сзади уже полностью у нас зажило, сбоку тоже никакой инфекции нету. Единственное, вот кожа немножко осталась затянуться, и все, и нас могут в любом месте принять, даже если посмотреть, возьмут анализ, там инфекции вообще нет. Помимо врачей, за пациентом смотрят и его близкие. Днем из палаты не выходят мама и 12-летняя сестра Хизира, а ночью у постели больного дежурят 2 его брата. Есть у Фатима одна надежда – отправить мальчика на лечение в специализированную федеральную клинику. Но по причине пролежней мальчик был нетранспортабелен. Но она не намерена сдаваться. Конечно, верю, он же молодой. Я же сама с ним постоянно нахожусь, я же вижу, он слышит, он смотрит, он реагирует, он улыбаться старается. Верю. Каждый, наверное, верит в это, тем более своего ребенка. Каждый посмотрит на своих детей, наверное, поймет меня, что я никому не пожелаю, ни одной матери то, что я пережила, и то, что мы всей семьей переживаем. Этой ситуацией заинтересовался и глава республики. Побывав в палате Хизира, Юнусбек Евкуров пообщался с его лечащими врачами и мамой мальчика, которая считает, что пролежни у ее сына образовались от недосмотра медиков, пока он лежал в реанимации. Глава региона сделал замечание вице-премьеру, министру здравоохранения Марии Марабхановой из-за отсутствия должного внимания медицинских работников к пациенту и поручил разобраться в ситуации и призвать виновных к ответственности. Сейчас решение какое? Куда он едет лечиться? Кто его отправляет? Сейчас мы его отправляем по квоте, чтобы закрыть просто дефект, костный дефект. По квоте куда? По квоте в Питер, Поленово. Этот дефект мы можем и здесь закрыть, они категорически... Сабр, подожди. Если у тебя есть квота, отправьте его. Кроме того, он дал ряд указаний по дальнейшему лечению подростка, в том числе о подготовке документов для его транспортировки в Санкт-Петербург для лечения в ведущей клинике страны. Мария Мистоева, Ильяс Ханиев, Новости 24.